Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Им 30 лет. За этот период наша служба вместе с страной пережила серьезные масштабные изменения. Что в юбилейный день сказали налоговикам Татарстана, узнал Дмитрий Аренин. Мертвые души и фиктивные контракты. Деньги просто перечислялись ПЭшникам, куда они дальше уходили. Это уже правоохранители у нас будут разбираться. Какие еще коррупционные нарушения нашла экспертная группа в одном из районов республики, расскажет Салават Мухаммадулян. Картой на стол. Я вот как под гипнозом была, что ли. 40% киберпреступлений в республике мошенники совершают от имени банков. Как не попасться на уловку, на живых примерах выяснил Рамиль Шайдолин. И дом построить, и самолет запустить. Перед самим конкурсом надо успеть вовремя заметить все детали. Почему молодые профессионалы выбирают рабочие профессии? Подробности у Натальи Мединой. 30 лет на службе государства. В Казани сегодня отметили юбилей налоговой службы. Поздравить налоговиков Татарстана и вручить им госнаграды приехал Рустам Минниханов. Как подчеркнул президент, республиканское управление одно из самых передовых в стране, а Татарстан один из крупнейших налогоплательщиков России. Труд налоговиков – это и пополнение бюджета, и вовремя выплаченные зарплаты, и вот встрой социальных объектов. С какими достижениями налоговая служба подошла к своему празднику, узнал Дмитрий Аренин. Торжественный день, праздничная форма, на груди ордена и медали, а в глазах радость. Поздравить налоговиков Татарстана с 30-летием службы приехал Рустам Минниханов. Искренне хочу поздравить всех работников налоговой системы, поблагодарить, потому что мы каждый квартал встречаемся, и наша встреча в финансовой системе начинается с доклада вашего руководителя. И как бы сложно ни было, мы сегодня с гордостью можем сказать, мы крупнейший налогоплательщик нашей страны. Это вот огромная ваша работа. За 30 лет налоговые платежи в Татарстане выросли в 150 раз, превысив 600 миллиардов рублей. Сейчас в республике работают 16 налоговых инспекций, в которых трудится более 3000 сотрудников. Лучшим сегодня вручили государственные и ведомственные награды. Челнинка Резеда Гараева в налоговой работает 26 лет. Вместо бизнеса предпочла службу государству. Сейчас она возглавляет отдел камеральных проверок, то есть следит за правильным отчислением налогов. Я свою работу очень люблю, она очень ответственна и нужна. Чтобы налоги поступили в казну, бюджет, чтобы вовремя пенсионеры пенсию получили, чтобы у нас зарплаты вовремя оплачивали. Как сегодня не раз отмечали, российская налоговая служба – одна из самых технологичных и современных в мире. Сейчас более 90% татарстанских налогоплательщиков используют электронные налоговые сервисы. Так, через личный кабинет, не выходя из дома, можно оплатить налоги, узнать о задолженности и подать декларацию. 97% налогоплательщиков сегодня с нами обмениваются информацией в электронном виде. Почему? Потому что это просто и удобно. Сегодня вся наша информация, она оцифрована и формализована. Сегодня каждый налогоплательщик страны может получить государственную услугу от наших налоговых органов в режиме 24/7. Так, выстраивая партнерские отношения с бизнесом и населением, налоговая служба добивается бесперебойного пополнения бюджета всех уровней. А это благополучие граждан, новые производства, комфортное жилье и социальные объекты. То есть всестороннее развитие республики. В адрес налоговиков сегодня звучало много поздравлений и пожеланий. У вас очень хорошее учреждение. Отсюда очень хороший старт. Практически как с космодрома Байконур. Поэтому я желаю вам всем успехов, еще раз, удачи. Самое главное – здоровья. Хотел бы напомнить, когда приезжала делегация Международного валютного фонда смотреть, как работает в России налоговая служба, удивились городу Казани, удивились той работе, и тем технологиям, которые были у нас. И после этого рейтинг в целом Федеральной налоговой службы поднялся на 30 где-то пунктов.
И вот это говорит, и такую марку, значит, коллективу Маразович надо держать всегда. Основной тренд на будущее – развитие бесконтактных технологий, незаменимых для налогоплательщиков. Яркий пример этому – новый налоговый режим для самозанятых, число которых в Татарстане приближается к 100 тысячам. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. После официального мероприятия Рустам Минниханов обсудил с депутатом Госдумы Сергеем Жигаревым состояние промышленного комплекса, в частности, поддержку отрасли в условиях пандемии коронавируса, а также содействие малому и среднему бизнесу. Невероятная история мужества и героизма. 14-летний подросток Иван Павлинов из Алексеевского района вынес из огня 3 младших братьев. Настоящим героем назвал его Рустам Минниханов в своем инстаграм. Здесь президент рассказал о его подвиге. Пожар в одноэтажном деревянном доме случился ранним утром. Иван проснулся, услышав звук извещателя. Кроме него в доме находились братья, 7-летние близнецы и 10-летний ребенок. Открыл дверь на веранду, увидел пламя. Закрыл дверь, разбудил братьев, разбил окно и убежали к тете. Сейчас в Татарстане собирают средства на строительство нового жилья для семьи Павлиновых. Как сообщили в администрации, вопрос погорельцев взял на свой контроль глава района. И решается вопрос о покупке дома для семьи. Мертвый душ, эффективные контракты и автомеханик с зарплатой концертмейстера. Целый пакет нарушений на миллионы рублей выявили в Алькеевском районе республики. Таковы итоги проверки Республиканской антикоррупционной экспертной группы. Сейчас с махинациями с автомобилями, землей и контрактами без оказания услуг разбираются правоохранительные органы. Как бюджетные деньги пустили на воздух и какие последствия ждут местных чиновников, расскажет Салават Мухаммадуллин. Деньги просто перечислялись ИПшникам, куда они дальше уходили. Это уже правоохранители у нас будут разбираться. По документам, ремонт Мерседеса и Лады из управления культуры на сотни тысяч рублей. По факту никакого ремонта. Еще один некультурный пример. В автопарке отдела числится 14 машин. На ходу только 3. Остальные обнаружены в гаражах работников культуры. Автомобили стоят, а за ними закреплены водители, плюс выделяются ГСМ за счет бюджета. BMW X5 отдела культуры района продали за 200 тысяч рублей. Только на баланс муниципалитета даже эта заниженная сумма не поступила. В Базарно-Матахское сельское поселение на балансе автомобиль Mitsubishi Pajero. Представлена справка, что его сдали на металлолом, 15 тысяч рублей получили. Когда приехали, фактически автомобиль обнаружили в автосервисе со следами ДТП и для чего-то ремонтируется, к чему-то его готовят. Еще один пример. Исполком села Базарные Матаки заключает контракт на уборку снега. При этом все работы выполняются самими же сотрудниками исполкома. То же самое и в случае договора на благоустройство. Там сумма достигла аж 5 миллионов рублей. Зарплату работники получали из бюджета, а не от подрядчика. Руководитель сельского поселения за такие субботники под следствием. Только вот в коррупционных делах замешан не только он. Республиканская экспертная группа нашла несостыковки при выделениях субсидий на землю, завышение контрактов на ремонт объектов, мертвые души в образовательных учреждениях и опять же в Доме культуры. Например, по документам человек работал концертмейстером и получил зарплату на общую сумму в 400 тысяч, а фактически работал в автосервисе. Экономили даже на детях в школах. Мясо по учету закончилось 24 декабря, а следующая поставка мяса была 28 февраля. То есть чем детей кормили, это непонятно. Да, говорят, что были остатки, но какие могут быть остатки, если по учету их уже документально нету? Доклад борца с коррупцией глава района слушал, как и положено, сейчас в маске. Но она даже не смогла скрыть эмоции. В воздухе повисла пауза. Но глава нашел силы ответить на вопрос, как дальше будут работать. Видим, что очень много материалов передано в правоохранительные органы, в прокуратуру. Сегодня те совещания, которые проводит наше заседание комиссии, он будет изменен по форме. Мы на сегодня многие вещи, конечно, посмотрели по-другому. В любом случае, я отвечаю за район. Я отвечаю за его функционал, за его работу. На местах, конечно, отвечают руководители. Это уже третья совместная пресс-конференция глав районов и антикоррупционщиков. Как сегодня сообщил нам Рустам Гаязов, это тоже своего рода профилактика. И, похоже, действенная. Все открыто, поэтому, чтобы люди видели, какая работа проводится. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Нехаляльный скандал в колонии Татарстана. Кто вместо заключенных съел 13 тонн свинины? Детали уголовного дела о мясной афере читайте в интернет-газете «Реальное время».
К другим темам. В России новый антирекорд по числу заразившихся ковид – 23 610 человек. За сутки умерли 463 пациента. Это максимум за весь период пандемии. При этом число выздоровевших за день тоже самое значительное – более 25 тысяч. Количество заболевших коронавирусом в стране перевалило отметку в 2 миллиона. По данным республиканского штаба, в Татарстане за сутки выявлен 61 новый случай. 16 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому. В России наибольший прирост по-прежнему в Москве – почти 6,5 тысяч. В Санкт-Петербурге эта цифра превышает 2000. У соседей больше всего заболевших в Ульяновской области – 235 человек, в Самарской – 218, чуть меньше в Кировской – 214 новых случаев. В Татарстане создан достаточный запас лекарств, но при поступлении в аптеки жители сразу их скупают. Для этого Роспотребнадзор рекомендовал не продавать большое количество препаратов в одни руки. Об этом сегодня сообщили в Казанском Кремле. По словам Лилии Галимовой, это позволит обеспечить лекарствами тех, кто нуждается в них в первую очередь. Она отметила, что ажиотаж вокруг препаратов похож на тот, что был на гречку в начале пандемии. Запросы на покупку медикаментов в стране возросли в 15 раз. Закупаться ими впрок нет необходимости, подчеркнули в Кремле. Для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию и вот этот ажиотаж, о котором мы с вами говорим, который в стране происходит в целом, есть несколько вариантов решения вопроса. И на сегодняшний день СПЭК и штаб пытается и пробует, и делает максимально все возможное, в том числе и такими путями, для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Казанские предприниматели просят продлить мораторий на штрафы для бизнеса еще на полгода. Сегодня об этом они говорили с мэром города. В онлайн-встрече приняли участие представители малого и среднего бизнеса столицы. Подняли самые больные вопросы: высокая арендная плата, сокращение числа клиентов, грантовая поддержка и вывоз ТБО. Чем мэр пообещал помочь? Подробности в репортаже Юлии Гоголевой. Ольга Лысенко вот уже 2 года как самозанятая делает шоколад. В начале пандемии практически остановила работу. Сейчас пытается наверстать и выйти на новый уровень. Для этого, говорит, нужен грант. Я хочу производить шоколад от какао-боба до плитки. И я покупаю сырье только из ароматических какао-бобов, чтобы как можно больше людей испытал вот этот вкус настоящего вкусного шоколада. Именно грантовая поддержка помогла в этот пандемийный год увеличить число самозанятых до 30 тысяч. То есть в 1,5 раза. Сейчас многие рассчитывают на продление программы еще на год. Мэр пообещал грантом быть. Мы обязательно продолжим эту программу и в этом году, и на следующий год. Поэтому набирайте эту необходимую налоговую базу, участвуйте и обязательно побеждайте. На встрече самозанятым предложили воспользоваться возможностями ресурсных центров WorldSkills, чтобы работать на современном оборудовании. Это тоже одна из мер поддержки. Помощи просит и малый бизнес. Ирина Романова 3 года назад вошла в программу «Льготная аренда». Бизнес решили разместить в одном из старых зданий в центре города. Лишь после заключения договора выяснили, это объект культурного наследия. Из-за бюрократии к ремонту не могут приступить до сих пор. В Минкульте не можем получить разрешение, пока мы не вынесем, и у нас этот вопрос затягивается. Соответственно, у нас и льготная аренда уже скоро подойдет к концу. Это хороший пример того, как самые лучшие наши идеи братья по оружию, чиновники просто затаптывают на корню. Я к вам приеду вместе с теми, которыми должны были этот вопрос или сегодня, или завтра. Благо вы у меня тут пешком доехать до вас. Еще одна из проблем – высокая арендная плата. Из-за пандемии для многих она стала неподъемной. Предприниматели Казани готовят коллективное письмо о предоставлении льгот и просят мэра их в этом поддержать. Ильсур Медшин обещает посодействовать. Может быть, там... От Ассоциации рестораторов вопрос о вывозе мусора. Почти 3 месяца с марта по июнь многие кафе просто не работали, но плату за вывоз ТБО никто не отменял. Мы готовы платить, но мы готовы платить за реально оказанную услугу. То есть если транспорт не выезжал, мусор не вывозили, то в этой ситуации, я думаю, что не совсем объективно брать с бизнеса деньги. Здесь же на встрече было принято главное решение. Мораторий на штраф за нарушение правил благоустройства сейчас действует до конца года, и вполне возможно его продлят еще на 6 месяцев. Юлия Гоголева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Свои деньги в чужие руки. Каждую неделю татарстанцы отдают интернет-мошенникам по 30 миллионов рублей. С начала года таким образом жители лишились 800 миллионов рублей. Чаще всего мошенники звонят от имени сотрудников служб безопасности банков и под предлогом технической проверки просят назвать данные своей карты. Как не попасться на уловки и что делать, если это все же произошло? На примерах расскажет Рамиль Шайтуллин.
Спросили номер карты, я им ответила. Так жительница Казани Лейля Валиева за секунды лишилась всех денег на карте. Она пострадала от мошенников, которые, представившись сотрудниками банка, попросили назвать все важные данные. Ну, я вот как под гипнозом была, что ли, даже не могу. Не иначе как гипнозом недавний звонок мошенников называет и Наталья Иванова. Якобы сотрудники банка убедили женщину, что на нее кто-то оформил кредит. Меня стали уже, когда спрашивали, задавали мне вопросы на тему того, что в каких других банках у меня есть счета. Я вот выдала, можно сказать, весь список. В результате в руках якобы банковских работников оказались данные, которые помогли добыть все нужное для снятия денег буквально за пару минут. По данным МВД, в этом году таких быстрых методов мошенничества или киберпреступлений стало на 55% больше. Звонки от имени банков – самая популярная схема. Они составляют 40% от общего числа хищений денежных средств. На фоне того, что многие банки и сотовые компании заявили о том, что была украдена клиентская база данных, и сейчас у преступников на руках очень много персональной информации граждан. Добытые номера и пароли мошенники используют для перевода средств на электронные кошельки. Оттуда уже третьи лица их снимают в банкоматах. Во время пандемии они в масках и перчатках. Найти их еще сложнее. Поэтому банки советуют никому не верить на слово. Никто не вправе просить конфиденциальные данные. Все одноразовые пароли из СМС предназначены только для расходных операций и отправляются только для клиента. Назвать код из СМС вас просят только мошенники. Со стороны это выглядит как обычный телефонный разговор. Человек на том конце провода представляется сотрудником банка, и вы или ваш знакомый начинаете с ним диалог. Да, это я слушаю. Что выдаст преступника, если он просит номер карты или еще вдобавок к тому же CVC-код? 4, 5. Значит, разговор нужно срочно прекращать. Ровно 2 раза в месяц, как только поступают деньги на счет карты, сразу же начинаются звонки. А вот певица Алина Шарибжанова с этой схемой знакома давно, но ни разу не попадалась на удочку мошенников. Уже 2 года ее буквально терроризируют звонками, и артистка нашла способ быстро их отваживать. Мы с девочками с филармонии договорились таким образом, что мы начинаем говорить только на татарском. И потом идите отсюда, мы трубку кладем. Так деньги остаются на счетах. Вероятно, из-за того, что мошенники не готовы к нестандартным ответам. По данным МВД, в основном они действуют по уже отработанным схемам. Рамиль Шайдуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Следующее заседание Госсовета Республики состоится 26 ноября. Такое решение сегодня принял Президиум Татарстанского парламента. Депутаты рассмотрят 30 вопросов. Среди них и законопроекты о бюджете во 2-м чтении. Парламентарии обсудят 337 поправок к нему. Все они рекомендованы к принятию. И сегодня на заседании члены Президиума обсудили строительство трассы М-12. Председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин отметил, что проект новой дороги уже давно востребован в республике. Это миллиардные дополнительные доходы в экономику Республики Татарстан. 5 субъектов федерации завязываются в единый узел транспортный для того, чтобы, перевозки осуществлять не только пассажиров, но и грузов. Также на заседании благодарственное письмо от председателя Госсовета вручили руководителю аппарата президента Татарстана Азгату Сафарову. Так отметили его многолетнюю активную деятельность, сотрудничество с парламентом и создание комфортных условий для диалога всех ветвей и уровней власти в республике. Асхат Ахмедович, с большим уважением. Сегодня в Доме правительства обсудили план действий по реализации ежегодного послания президента Татарстана. Заседание провел Алексей Песошин. В плане Кабмина 214 мероприятий по 54 поручениям Рустама Минниханова. Это отрасли экономики, социальной сферы, общеполитические направления. Так, наряду с наращиванием промышленного и экспортного потенциала предстоит серьезная работа по цифровизации и улучшению условий для бизнеса. Социальный блок ориентирован, как и прежде, на развитие образования, здравоохранения и комфортной среды для жизни. Особое внимание будет уделено сохранению культуры, языков и традиций народов Татарстана. Нам предстоит целенаправленная работа в рамках Года родных языков и народного единства. Основной задачей остается динамичное развитие Татарстана, что соответствует также целям региональных составляющих национальных проектов.
На одном языке с коллегами. Сегодня в Казани собрались руководители татароязычных СМИ страны. Журналисты из 14 регионов России, работающие в татарских изданиях, сегодня обменивались опытом за круглым столом, участвовали в мастер-классах. Встреча прошла в рамках республиканского медиаконкурса «Белур-Кэлем», торжественная церемония награждения которого состоится завтра, но уже сегодня некоторые участники начали получать подарки. Рамиль Шайдуллин продолжит тему. В этом зале сегодня говорят только на языке тукая. Присутствующие прекрасно им владеют не только в жизни, но и профессионально. В Казани собрались руководители татароязычных СМИ страны. Суть этих встреч, чтобы люди могли между собой встречаться, обмениваться, как они у себя решают те задачи, которые перед ними стоят. Задач много, и каждый регион сталкивается со своими. Конечно, есть определенные нюансы свои, есть изменения в законе о языке, которые с некоторых пор предъявляют требования к тому, чтобы информация на национальных языках, не русском языке, должна дублироваться. Есть и другие вопросы, которые обсуждают сообща. География изданий, приехавших на встречу сегодня, от Поволжья до Урала и Сибири. Свердловская, Самарская, Пензенская области, Чувашия, Нижний Новгород, Башкортостан. Всего 14 регионов. Очень здорово, что Республика Татарстан имеет возможность собрать именно татарских журналистов, этнических журналистов, именно татарских. И нам это очень важно. Их встреча здесь совсем не случайна. Она проходит в рамках республиканского конкурса «Хрустальное перо», и традиционно журналисты из других регионов страны тоже принимают в ней активное участие. Сегодня они подписывают соглашение с агентством Татмедиа. По нему совместно будет выпускаться общее национальное издание «Безберге» или «Мы вместе». Задача в рамках этого проекта до каждого региона России дойти, чтобы татары даже в других регионах России чувствовали, знали, чем живет Татарстан, чем он интересуется, каким образом мы развиваемся. А это помощь техническая. По инициативе Рустама Минниханова для редакции были закуплены ноутбуки и смартфоны. Новая техника отправится в 19 татароязычных СМИ страны. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В 17 они строят будущее своими руками. В Татарстане проходит региональный этап чемпионата рабочих профессий. За месяц соревнований из 2000 участников сформируют сборную республики. Сегодня молодые профессионалы показали свои навыки в Казани, Нижнекамске и Лаишевском районе. Секрет успеха у юных мастеров узнала Наталья Мезина. Доли секунды, и небольшой беспилотник взмывает в небо. Так в Лаишевском районе впервые стартует компетенция по внешнему пилотированию. За штурвалом на земле Данил Зайцев, будущий связист в сфере МЧС, признается, полет только со стороны кажется таким простым. Управлять, конечно, сложно, да. Джойстик, он очень чувствительный, надо уметь подбирать и чувствовать джойстик. Взлететь, найти объект по координатам и удачно приземлиться. За подготовку беспилотников в команде отвечает Рафаэль Сабиров. Рассказывает, подобная техника нужна в зонах боевых действий, а при ЧС беспилотник – незаменимый помощник. Например, если потерять человек в лесу, также нужен беспилотник, потому что меньше народу будет в этом участвовать. И легче будет найти. Напряженная атмосфера и на другой площадке. В дисциплине правоохранительная деятельность молодые профессионалы расследуют настоящее убийство. На месте составляют фоторобот и ищут преступника. Звуки пилы, запах древесины и горы опилок. Так в это время в Казани начинается компетенция «Плотницкое дело». Шафагат Гимадиев с детства с отцом занимался строительством. Настроиться на рабочую атмосферу помогает татарская национальная музыка. Однотонные процессы я стараюсь делать под музыку, так быстрее летит время. Раз дощечка, два дощечка, и уже через 16 часов на WorldSkills получится вот такая скамейка. У каждого участника есть только одна подсказка, это вот такой чертеж. Все остальное в руках мастера. Тишина и абсолютная чистота. Так работают на дисциплине лабораторного анализа. В руках участников химические вещества. Каждое действие под строгим контролем судей. На одной площадке студенты, работники лаборатории и школьники. Но задания равны для всех. Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Лимаевой является специализированным центром компетенции лабораторно-химического анализа. И главный эксперт находится именно здесь, в Республике Татарстан.
Победители регионального этапа определятся в конце недели. Именно они будут представлять республику на отборочном туре Всероссийского чемпионата WorldSkills. Наталья Мизина, Айдар Кунафин, Ильгиз Шакуров, Адель Миндубаев, Алмаз Кашаев, Булат Абдульманов, ТНВ, Татарстан. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте, в студии София Егорова. О погоде поговорим после полезной информации. Создайте свою уникальную продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается вполне комфортная погода. Без осадков, днем до -6. Пасмурно в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ожидается слабый мороз и -3-4 градуса. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше солнце не будет видно из-за облаков. Слабый морозец, на термометрах до -3. В Арске, Кукмаре и Балтаси осадки не прогнозируются, -2-3 градуса. В Болгаре, Дрожжином и Буинске легкий морозец, -1-2 градуса и яркое солнце встретит жителей. Но ветер будет прохладный. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше осадки не прогнозируются, днем до 5 мороза. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» позвоночник лечат роботы, без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место. Боль уходит. Получите лечение в «Доктор Ост» по выгодной цене. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний и калий. В Казани небо затянет облаками. Будет без осадков. Ночью до -1, днем до 2 мороза. Ветер южный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Магнитное поле Земли спокойное. У жителей нашего города есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. Со 2 по 30 ноября в аптеках «Фарма Импакс» проходит акция «Снижение цен». Аптеки «Фарма Импакс» – аптеки низких цен. Температура ниже и цены ниже. В аптеках «Фарма Импекс» Магна Б6 413 рублей. Ножпа 129 рублей. Эссенциали Форте Н 1049 рублей. Покупай в аптеках «Фарма Импекс», аптеках низких цен.